В Сыктывкарской школе целый спасательный десант. Сотрудники пожарного надзора, МЧС, Добровольного пожарного общества, ГИМС и ГИБДД прибыли, чтобы научить детей безопасному поведению, причем понятным для них языком. Для самых юных даже кукольное представление. В нем лесные животные пристыдили волка за то, что тот стащил спички, пока никто из взрослых не видел. Дети, кстати, Серого тоже не поддержали. Уже хороший знак. Основная цель – это показать детям правила безопасности в той или иной ситуации. То есть при пожарах, на воде, природной среде, оказании первой помощи. Дети слушают, задают вопросы, им очень это интересно. Особенно им интересно все, что связано со спасательным оборудованием. Они пробуют его применять, пробуют надевать одежду спасателя, одежду пожарного. Кстати, не случайно площадкой для акции была выбрана именно 11-я школа в местечке Нижничев. Совсем рядом с ней частный сектор, а значит и недостаточное освещение на дорогах, и дома с печным отоплением. Это очень важно, чтобы каждый ребенок знал, как поступить в той или иной ситуации. И совершая какие-либо поступки, он в первую очередь должен думать о своей безопасности, напоминать безопасности своим родителям, взрослым. Я считаю, что это очень важно. Эти акции у нас проходят регулярно в зимний и летний период. Новогодние каникулы, когда многие родители отвозят детей в районы к бабушкам и дедушкам, главная опасность – это вовсе не пожары, а беспечное поведение у воды. В группе риска дети с 1 по 7 класс. До 10 лет дети вообще не боятся воды, поэтому за ними нужен глаз да глаз. Должны дети выходить с сотовыми телефонами, чтобы можно было в любое время с ними связаться, либо какой-либо случай может случиться, то есть с ним связаться и знать, где он находится. И постоянно контролировать ребенка, это самое главное. То есть, если вы отдыхаете у водного объекта где-то недалеко, то есть постоянный контроль. Достаточно отлучиться, отвлечься на 1 минуту, как ребенок может быть уже быть в воде. Только за этот год из-за несоблюдения правил безопасности утонуло 8 детей в возрасте до 14 лет. Почти всегда причина одна. Взрослые не контролировали, что и где делает ребенок. Такие акции, как «Безопасная зима», призваны исправить положение и свести количество таких печальных инцидентов к нулю. Евгений Стокос, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.